На первый взгляд, из-за яркого блеска покрытия может показаться, что это жидкий кристалл. Воду на каток залили всего пару часов назад. Чтобы перейти в нужное агрегатное состояние, понадобится еще пару часов. После нескольких таких процедур, то есть заливок, на лед смело можно выпускать хоккеистов. Заливка льда идет поэтапно, это от 7 до 10 дней. То есть сама высота толщины льда 6-7 сантиметров должна быть. Из-за этого площадка сама 30 на 60 хоккейная. И идет поэтапная заливка, то есть по полсантиметра по сантиметру. Потому что когда заливается, то есть высота воды, она не заморозится. То есть идет поэтапно, то есть температура минус. С каждым днем нужно повышать просто минусы все. Каждой заливке, да, около пару часов, 2-3 часа и дальше мы заливаем. То есть в день у нас идет около 4-5 заливок. Из-за технических неполадок холодильного оборудования 6 месяцев хоккеисты команды «Асса» были вынуждены проводить тренировки без ледяного покрытия. Сейчас, уже после капитального ремонта оснащения в хоккейной академии имени Вячеслава Фетисова «Башлам», за состоянием оборудования следят специалисты по вентиляционной системе и инженеры. Ваха Аушев делится, несмотря на все трудности, справлялись как могли. У нас был тренировочный процесс, мы не приостанавливали его. Были общая физическая подготовка была, да, там какие-то давались игровые, то есть футбол, там другие какие-то подвижные игры, но тем не менее самое главное тренировочный процесс непосредственно проходит на льду. Да, не было, были на то причины, сейчас кого-то там искать виноватым, кто прав, кто виноват, сейчас это не столь важно. Самое главное, вопрос решился. И мы планируем, что сейчас тренировочный процесс непосредственно, который будет на льду. Дети у нас очень способны, трудолюбивые, есть большое желание. Хорошая новость и для тех, кто любит проводить досуг на льду. Каток будет открыт для всех желающих. Конечно, не в обход расписанию хоккеистов. Нужно учитывать, что здесь тренируются 120 детей. Это состав местной «Ассы» и воспитанники клуба «Эрзи», которые также из-за ремонтных работ, проводимых в Ледовом дворце, временно базируются здесь. У нас будет расписание, которое мы его вывесим в интернете, на нашей странице в Инстаграме. И мы распределим наш тренировочный процесс, потому что у нас здесь будет базироваться теперь и команда с Назрани, «Эрзи». Есть у нас еще здесь ночная хоккейная лига. Мы распределим в первую очередь под хоккей, и там, который будет коридор свободного времени, вот в это свободное время могут люди проходить и кататься. Хоккей стремительно набирает популярность среди молодежи, отмечают в академии. Ребята участвуют в соревнованиях и турнирах, претендуя на чемпионство в молодежной хоккейной лиге. Главное, что условия позволяют. Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.